В Якутске состоялся научно-технический совет Ленского бассейнового водного управления. На нем рассмотрели схемы проведения мероприятий по ослаблению прочности льда на реках Якутии с целью снижения вероятности образования заторов на начальной стадии ледохода, тем самым воспрепятствовать опасному подъему подпорного уровня воды и затопления населенных пунктов, рассказывает Александр Зубихин. Мероприятие предусмотрено на 46 затороопасных участках реки Лена и Колыма. Из них на 39 участках общей площадью 493 гектара путем зачернения. На 7 участках протяженностью 41 километр методом распиловки льда. А также работы ведутся на реках Алдан, Амга, Нюя и Токо. Когда устанавливается ледостав, все-таки река меняется за летнее и осеннее время, поэтому чуть-чуть маленькие передвижки будут. А таких новых мест проведения вот таких превентивных работ не будет в этом году. В основном преобладает зачернение. Мы немножко отходим от распиловки, но более эффективно, на наш взгляд, и более попроще нанести инертный материал. Метод зачернения используется давно. Инновационный метод ликвидации мощных ледовых заторов кандидата экономических наук Анатолия Кривошапкина может оказаться более эффективным и экономичным. Поэтому решили рассмотреть возможность включения предложения в план научно-исследовательских работ в ближайшие годы. Предлагается сбрасывать на затороопасных участках соль. Соль, она, попадая на лед, разъедает, и в результате, в общем-то, происходит разрушение затора. Значит, этот метод применяется тогда, когда уже известно, что вот на таком-то участке сформировался затор. В планах выставить 177 гидрологических поста для отслеживания прохождения ледохода. Предварительные прогнозы о вскрытии рек и ожидаемых уровнях воды будут известны в апреле этого года. Однако МЧС уже готов к возможным непредвиденным обстоятельствам. В целях предупреждения и ликвидации затороопасных участков, их, как мы знаем, в республике на учете 51 затороопасный участок, спланирована работа и команд взрывников. В этом году их будет привлекаться 4 команды взрывников. На эти цели из бюджета республики уже выделено свыше 12 миллионов рублей. Проведены торги на закупку и заготовку запасов взрывчатых веществ. Планируется проверка муниципальных образований и командно-штабные учения. Подготовка к паводку пройдет традиционно в 3 этапа. Для этих целей привлекут 112 оперативных групп, свыше 16 тысяч личного состава и свыше 2000 единиц техники. На эти цели уже выделены финансовые средства и идет подготовка. Александр Зубихин, Георгий Григорьев, Якутск.